еще следующий момент. Вы уже, наверное, все столкнулись с категорией так называемых «Шторм Z», которые уходили с мест заключения, именно спецконтингент. Эта категория, наши пока ребята, которые в мае улетали с наших спецконтингента, они еще воюют. Будут уходить где-то в середине ноября, возвращаться. Но есть категория, которые уходили из других субъектов с мест лишения свободы. Сейчас они к нам постепенно возвращаются, уже их порядочное количество. Вот эти ребята, когда с ними общаешься, они посмотрели на все, привыкли и готовы на контакты. И многим здесь уже делать нечего, они там определенное время провели в местах лишения. У нас таких вот в городе Якутске уже порядка 4 человек, которые готовы прийти на пункт отбора, подписать контракты. Категория очень интересная. Нам с вами и к вам они будут обращаться, к главам муниципальных образований и в военные комиссариаты. У вас по ним нету практически никакой информации. Поэтому я, так вот, сильно нигде глазки не придавайте. Мы с УФСИНа взяли списки именно наших ребят, которые уходили. Там порядка 100 человек было. Списки эти утвердили сами и направили в Минтруд. Поэтому родственники, кто будет обращаться за выписками из приказа, за другими там моментами для получения льгот, в Минтруде в нашем все списки по ним уже есть. То есть заявление по ним можно писать. Военные комиссары, к кому будут обращаться данная категория граждан для получения удостоверения ветеранов боевых действий, они попадают под это все. Собирайте минимальный пакет, который есть у них на руках. Заявление, то, что есть у них там, то, что было, вот некоторые со справками ранений приходят. И все это отправляйте в ту же воинскую часть, которая занимается добровольцами. 22-179. Выписки из приказов есть все у них. Вам не нужно ждать выписки из приказов, просто отправьте туда пакет документов.